Православные христиане отметили один из своих самых главных праздников – Светлое Христово Воскресенье. В Северной Осетии торжественные богослужения прошли во всех храмах республики. Часть службы велась на остинском языке. В пасхальную ночь увидеть благодатный огонь и зажечь свою свечу пришли сотни православных верующих. Наша благословенная православная Осетия в числе огромного количества христианских народов вместе с семьей христианской, то есть всей Вселенской Церковью, празднует один из самых великих, самых радостных праздников – Светлое Воскресенье Христово. Конечно, праздник Воскресения Христова, он неотделимо от креста. Мы как-то в день праздника забываем о кресте, о распятом Христе, распятом Боге. А ведь тайна креста – это есть тайна воскресения. Проблемы национально-государственного строительства на Кавказе обсудили в зале заседаний ученого совета Горского агроуниверситета. Национальная политика на Северном Кавказе до сих пор является одной из самых приоритетных в стратегии государства. Ученые надеются, что их труды помогут будущим поколениям в исследовании родного региона. Конференцию приурочили к 65-летию ученого кавказоведа Валерия Дидзоева. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, он посвятил более 300 работ изучению межнациональных отношений. За достигнутые успехи первый заместитель парламента Северной Осетии вручил юбиляру почетную грамоту. Поздравить Валерия Дидзоева приехали также общественные и политические деятели, ученые из Грозного, Махачкалы, Нальчика и Южной Осетии. Очень высокое гостеприимство, и вот сегодня мы очередной раз приехали на юбилей к нашему другу Валерию Дудавичу Дидзоеву. Это действительно во всех смыслах большой ученый, родовитый, человек высокой культуры, исключительно гостеприимный. Мы приехали, чтобы поздравить его с этим юбилеем, еще раз увидеть наших северо-осетинских друзей. Желаем ему по-настоящему крепкого кавказского здоровья, больших творческих успехов и долголетия. Межрегиональный канал поставок оружия прикрыт в республике. На территории пригородного района сотрудники ФСБ задержали преступную группу, которая поставляла боеприпасы из Ингушетии в Северную Осетию. Злоумышленники были схвачены при попытке сбыта огнестрельного оружия. Среди арестованных житель Ингушетии и гражданин Грузии, живущий в Осетии. В ходе обыска оперативники изъяли 5 пистолетов и более 100 боеприпасов к ним. Кроме того, в Ингушетии задержан их возможный подельник. Возбуждено 4 уголовных дела по статье «Незаконное хранение и сбыт оружия группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет и штраф. В аэропорту Владикавказ прошло совещание с руководителями структур, ответственных за организацию и безопасность полетов. Разбирали ситуацию в отношении авиакомпании «Победа», обслуживающей маршрут Москва-Владикавказ-Москва. Руководство авиакомпании обратило внимание на ряд недостатков, которые существенно затрудняют работу, в связи с чем авиаперевозчик заявил о возможном прекращении полетов в столицу республики. Препятствие в том, чтобы авиакомпания «Победа» улетала вовремя, это наш менталитет, потому что все думают, что он может приехать там конкретно к закрытию регистрации, его обязаны зарегистрировать. Я хочу заявить и своих коллег попросить, и всех жителей республики, что нужно приезжать вовремя, и мы гарантируем, что за 40 минут до вылета самолета мы уже будем закрывать регистрацию. Кто бы ни был, мы его уже на посадку не пустим. На сцене Горского агроуниверситета состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки-2015». В нем приняли участие дети сотрудников правоохранительных органов. 40 участников в возрасте от 7 до 16 лет соревновались в 3 номинациях – исполнительское мастерство, хореография и вокал. Многие из них были на сцене впервые. С каждым годом популярность конкурса растет. Благодаря блестящему таланту юных дарований нашу республику не раз называли лучшей по проведению фестиваля. Мы вышли на совершенно новый уровень, потому что вы знаете, что Северная Осетия в числе призеров ежегодно бывает. 2 раза мы стали обладателями гран-при. Интересен азарт наш, самобытность наша. Выходили номера именно с таким национальным колоритом, за исключением Тимура Славова, потому что он покорил своим голосом. В
выставочном зале Национального музея открылась уникальная экспозиция, посвященная 85-летию видного военного и политического деятеля Кима Цаголова. Ветеран войны в Афганистане и кандидат исторических наук. Легендарная личность генерала-майора известна далеко за пределами нашей страны. Исключительные навыки дипломата и блестящие знания афганского языка помогли ему перевести 11 банд афганских маджахедов на сторону революции без единого выстрела. А высокий профессионализм и редкие человеческие качества вызывали к нему уважение даже у врагов. В музее представлены личные вещи, документы и фотографии ветерана. Музей, собственно говоря, хранилище памяти, в первую очередь должен аккумулировать вот такие вот исторические события, история об исторических личностях. И семья Кима Македоновича откликнулась, и 2 года тому назад в фонды нашего музея поступил уникальнейший материал. В частности, на выставке представлен даже халат маджахеда, в котором Ким Македонович совершал свои операции, находясь и будучи разведчиком в Афганистане. На стадионе «Юность» стартовал первый круг чемпионата Юга России по футболу среди юношей. Турнир для остинских футболистов начался братским дерби с ровесниками из Кабардино-Балкарии. В упорной борьбе остинские футболисты 2000 года рождения победили со счетом 3-1. А вот сборной юности 1999 года рождения не удалось повторить успех своих младших товарищей. Ребята проиграли ровесникам из Нальчика со счетом 2-4. Следующий матч оба коллектива из Северной Осетии проведут на выезде в Махачкале. Игры пройдут через неделю. Напомним, лидеры группового этапа смогут побороться за выход в финальную часть всероссийского этапа турнира. Уже сейчас можно говорить о том, что сборная 2000 года фаворит в своей группе. Первый тайм было тяжело, мы забили быстрый гол, потом немножко подсели, игра была вялая. Во втором тайме в перерыве нам подсказали, и мы начали играть лучше и забили 2 гола еще. Спасибо болельщикам, было сегодня очень много и очень приятно играть. Надеюсь, что в дальнейшем игры пойдут так же удачно, и мы выиграем чемпионат России, пройдем следующий круг.